Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Более 60 человек погибли, сотни раненых, многие до сих пор остаются под завалами. Число жертв и пострадавших во время землетрясения в Центральной Италии продолжает расти с каждым часом. Спасательная техника опоздала в район катастрофы на 3 часа из-за разрушения дорог и мостов. Мы постараемся убрать это все. Мы ждем их, чтобы не навредить тебе. Я понимаю, но я хочу в туалет. Турецкая армия ворвалась в Сирию. Удары с воздуха и с земли наносятся по позициям ИГИЛ и курдского ополчения в приграничных с Турцией сирийских районах. Анкара заявляет, что это делается с целью очистить границу и сохранить целостность самой Сирии. Надо покончить с этим. И сегодня в 4 часа утра этот процесс начался. Таджикские власти пытаются жесткими протекционистскими мерами удешевить стоимость обязательной школьной формы. Цены на местную продукцию снизились, но собрать ребенка в школу по-прежнему является непосильной нагрузкой для большинства таджикских семей. У людей денег немного, поэтому торговля идет не так бойко. Украина отметила 25-летие независимости масштабным военным парадом в Киеве на фоне возобновившихся боев в Донецке. Товарищ москаль на Украину, шуток не скаль. Улицы Бишкека во власти живой классической музыки. Симфонические оркестры, оперные певцы, артисты балета проводят самый большой в истории Кыргызстана городской Open Air. На их выступление пришли тысячи бишкекцев. Конечно, нам нравится, потому что когда я сидела дома и была беременна, я слушала классическую музыку. Число жертв разрушительного землетрясения в горах Центральной Италии продолжает расти. На момент записи нашей программы погибшими считались 63 человека, сотни раненых, тысячи людей остались без крова. Толчки магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера почти полностью разрушили несколько городов и деревень. Больше всех пострадали города Аматриче, Акумоле и Пескаро-дель-Тронто, многие жители которых остаются под завалами. Вы можете хотя бы немного дышать? Только немного. Уже это нормально. Важно сохранять спокойствие. Спасатели уже едут. Мы постараемся убрать это все. Мы ждем их, чтобы не навредить тебе. Я понимаю, но я хочу в туалет. Я знаю, что это неприятно, но если вам нужно в туалет, сделайте это прямо здесь. Я понимаю, это займет мгновение. Оставайтесь со мной, пожалуйста. Этот дом снимала семья. Он разрушен, как вы можете видеть. В этой комнате были отец, мать и 2 детей, 8 и 2 лет. Мы надеемся, что сможем спасти их. Первый и самый сильный толчок произошел в 3:36 утра по местному времени, когда практически все жители этого региона Италии еще спали. Через час после первого разрушительного толчка произошли повторные авторшоки магнитудой 5,5 баллов по шкале Рихтера. В общей сложности сейсмологи зафиксировали 60 подземных ударов. Ситуация осложняется тем, что в этот обычно немноголюдный горный регион Италии именно к концу августа съехались тысячи туристов. Я был в доме на вершине холма. Он рухнул, но мне удалось спастись. Я выбежал в одном нижнем белье. Спасибо добрым людям. Мне дали одежду и обувь, чтобы я не ходил босиком. 65 лет живу на свете, но такого не припомню. Это катастрофа. Я пытался выбраться в полной темноте, свет отключился. Я взял за руку жену. Я чувствовал под ногами камни, осколки стекла, обломки мебели. Было очень тяжело. А потом мы увидели людей на улице. Они плакали и кричали. Спасатели со своей техникой не могли на протяжении 4 часов добраться до самых пострадавших районов, так как дороги и мосты туда были разрушены стихией. Сильные подземные толчки ощущались и в соседних крупных итальянских городах. В частности, пострадала Перуджа, и даже в Риме, который находится на расстоянии 170 километров от эпицентра, землетрясение вызвало панику.
Турецкая армия вторглась на территорию Сирии. Вдоль сирийско-турецкой границы сейчас идут ожесточенные бои турецких вооруженных сил с боевиками террористической группировки ИГИЛ и ополчением сирийских курдов, которые в Турции также причисляют к террористам. Как сообщают мировые СМИ, на территорию Сирии в районе города Джераблус вошли части турецкого спецназа и колонны танков. Их поддерживает турецкая авиация и самолеты стран НАТО. Правительство Башара Асада, которое не контролирует эти территории, заявило Турции свой протест. Но турецкие власти утверждают, что военная операция «Щит Ефрата» направлена также и на сохранение территориальной целостности Сирийской республики. Атаки на нашу страну со стороны Сирии, на наши города Газиантеп и Килис вынудили нас сказать «хватит, надо покончить с этим». И сегодня в 4 часа утра этот процесс начался. Вы видите кадры агентства «Рейтер», на которых турецкие танки пересекают сирийскую границу и сходу атакуют позиции боевиков ИГИЛ. Как сообщают мировые СМИ, поводом для начала вторжения турецкой армии в Сирию на территории, подконтрольной джихадистам, стал взрыв смертника на курдской свадьбе в городе Газиантеп. Анкара заявляет, что операция будет продолжаться до тех пор, пока армия, цитата, «не очистит границу». Постоянные авиаудары по позициям исламистов из ИГИЛ и курдов наносят турецкие ВВС. Сирийские курды заявляют о том, что считают турецкую операцию оккупацией их территорий в Сирии. На фоне наступления в Сирии в Турцию срочно прилетел вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он проводит срочные переговоры с Эрдоганом и турецким премьер-министром Бинали Йылдырымом. И уже 31 августа в Турцию может приехать президент Путин. Об этом сообщили некоторые турецкие СМИ. Стоит отметить, что Россия не осудила ввод турецкой армии на территорию Северной Сирии и даже наоборот. В российском МИДе назвали контртеррористические действия как никогда актуальными и посоветовали Анкаре и Дамаску тесно координировать свои усилия в борьбе с терроризмом. Тем временем в одной из больниц сирийского Алеппо скончался брат мальчика Омрана, кадры с которым облетели весь мир и стали символом сирийской гражданской войны. О смерти брата Омрана сообщили сирийские врачи. У ребенка было много травм. Разрывы верхней части тела, переломы ребер. Правое легкое было полностью повреждено, и общее состояние оставалось очень плохим, потому что он находился под завалами в течение длительного времени. Из-за обильного кровотечения в почках и печени его состояние еще больше ухудшилось. Его сердце останавливалось 3 раза, и 3 раза мы возвращали его, но, к сожалению, в конце концов он умер. Напомним, на прошлой неделе в дом, в котором жил Умран с родителями и братом, предположительно попала авиабомба. Раненого Умрана в одном из подвалов нашли спасатели. О его семье было ничего не известно, кроме того, что она, возможно, находится под завалами рухнувшего дома. Правозащитники утверждают, что удар был нанесен с воздуха сирийскими или российскими ВВС. Представители Сирии это опровергают. По мнению посла Сирии в ООН, обстрел дома, где жили Умран и его погибший 10-летний брат, мог осуществить кто угодно. Я хотел бы донести до уважаемых членов Совета Безопасности, что мы не причастны к взрывам в районе Аль-Кватери на прошлой неделе. Правительство России также отвергло эти обвинения. Поэтому, дамы и господа, ищите преступника в другом месте. Мещанский суд Москвы приговорил к 7,5 годам тюрьмы известного российского националиста Александра Белова-Поткина. Среди прочих обвинений – попытка проведения русского марша в Казахстане и организации там мятежа. Гособвинение требовало посадить Поткина на 9 лет. Александра Поткина также обвиняли в легализации $5 миллиардов казахстанского БТА-банка. Как сообщается, действуя в сговоре с казахским опальным бизнесменом Мухтаром Аблязовым, Поткин помог ему легализовать колоссальные похищенные денежные средства. В обмен Аблязов якобы выделил Поткину крупную сумму на организацию в Казахстане экстремистского сообщества. Кроме того, Поткин является одним из лидеров, признанным экстремистским и запрещенным в России, движения «Русские». В оставшиеся недели до начала учебного года власти Таджикистана при помощи очень жестких протекционистских мер попытались снизить стоимость обязательной школьной формы. Отчасти это удалось. Цены на продукцию местных производителей действительно упали. Однако большинству таджикских семей даже элементарный набор школьных вещей и принадлежностей остается не по карману. Тему продолжит Анушервон Арипов.
2 белые рубашки, пиджак и брюки. Если носить хорошо, хватит на весь учебный год. Эта покупка мне обошлась в 500-600 самони. Сумки купила, тетради, там юбки, форму, там одежду. Что еще купила там? Ну вот сейчас покупаю кофты, трусики, маечки, всякие колготочки, резиночки. Ну где-то 2000 самони. Пока. Еще. Канцелярские принадлежности, рюкзаки и, конечно, школьная форма. Сегодня, перед началом учебного года, товары основного спроса на рынках страны. Затраты у местных жителей разные. Кто-то покупает сразу несколько комплектов одежды и сменного белья, но большинство все же стараются сэкономить. Ведь минимальный набор, состоящий из одного костюма, пары сменных рубашек, галстука и рюкзака, обойдется в $80, а средняя зарплата по стране не превышает 150. Сейчас все мы знаем про экономический кризис. У людей денег немного, поэтому торговля идет не так бойко. Торговцы на рынке жалуются на экономический кризис. Если канцелярские товары покупают в тех же объемах, то на школьной форме экономят и практически не берут более дорогую одежду иностранных фирм. Но униформу для школы купить все же нужно, и поэтому жители, пытаясь избежать лишних наценок на базаре, идут за покупками сразу к местным производителям. Недавно рынок школьной одежды в Таджикистане был взят под жесткий контроль. По постановлению правительства отныне вся импортируемая форма должна проходить строгую сертификацию. Власти говорят, что таким образом они хотят защитить не только здоровье детей, но и интересы местных производителей. Сертификация вынуждает торговцев на рынке закупать более дорогую и качественную продукцию, чем моментально воспользовались местные производители, заняв большую часть привычного рынка. Количество учащихся, которые мы в этом году обеспечим школьной формой, где-то около 80-100 тысяч будет. Никуда не ходила больше, сразу сюда. Здесь и пошив хороший, качество хорошее. Уже 2 года здесь одежду школьную беру. Зиода покупает форму для своих детей сразу в фирменном магазине при швейной фабрике. Женщина отметила, что за 2 года качество выпускаемой продукции выросло. Одежда сделана из плотной хлопчатобумажной ткани с примесью шерсти. Даже весит больше, чем раньше, и выходит дешевле. У нас идет продажа этой школьной формы. Каждый родитель, заходя к нам в магазин, называет свою школу, и значит, его направляют к той форме, которая отобрана. Жесткие меры, принятые правительством, привели к тому, что десятки школ заключают прямые договоры с фабрикой. В этом есть свои плюсы. Каждое учебное заведение может выбрать свой дизайн формы. Но родители в этом случае должны покупать одежду в обязательном порядке. Производители утверждают, что именно опт позволил удешевить стоимость продукции. Во-первых, мы в первую очередь обеспечиваем город Душанбе школьной формы. Кроме этого, в этом году мы заключили договора с Хатлонской областью и с БАО, Горно-Бадахшанской автономной областью, которая, значит, закупает у нас тоже школьную форму. Тем не менее, даже в фирменном магазине форму может себе позволить не каждый. Особенно это касается многодетных семей, проживающих в горных кишлаках. Дети, в которых вообще не знают, что такое школьная форма. Некоторые учащиеся сами пытаются заработать себе на форму, возя тележки на базарах, собирая пластиковые бутылки, моя автомашины. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Украина отметила 25-летие независимости масштабным военным парадом в Киеве на фоне возобновившихся боев в Донецке. Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль. Улицы Бишкека во власти живой классической музыки. Симфонические оркестры, оперные певцы, артисты балета проводят самый большой в истории Кыргызстана городской Open Air. На их выступления пришли тысячи бишкекцев. Конечно, нам нравится, потому что когда я сидела дома и была беременна, я слушала классическую музыку. Украина отметила День независимости масштабным военным парадом в Киеве. Президент Петр Порошенко по случаю праздника даже вспомнил Владимира Маяковского. Украинцы серьезно готовы. Наш парад – это сигнал врагу. Украинцы серьезно готовы и дальше бороться за свою независимость. И поэтому агрессору лучше вспомнить мудрый совет российского поэта Владимира Маяковского. Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль.
По главной улице Киева, Крещатику, прошли танки, бронемашины, зенитные ракетные комплексы. Всего более 200 единиц техники, 1000 солдат и офицеров. Последний раз такой парад проводился при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче. В прошлом году парад вообще отменили. А в 2014 году, в разгар боевых действий на востоке Украины, парадные колонны прямиком отправились на фронт. Современная история независимой Украины началась 24 августа 1991 года, когда Верховный Совет УССР принял постановление и акт провозглашения независимости. О том, что происходило в праздничном Киеве, кроме военного парада, расскажет Юлия Дрозд. Хотя независимости Украины уже четверть века, свой суверенитет она все еще продолжает отстаивать. Понимание этого – главное, что объединяет всех пришедших сегодня в центр Киева. Каждый пришел сюда со своими мыслями и чувствами, но это и есть одна общая судьба Украины. Это один из самых масштабных парадов за последние годы независимости. Но с началом конфликта на востоке страны украинцы относятся к нему совсем иначе. Теперь для них это не просто зрелище, это то, что там, на востоке, защищает их мирную жизнь здесь, в столице. Но танки на улицах Киева эмоции вызывают разные. Немножко страшно, но красиво. Восхищение. Восхищение, что у нас в стране все-таки уже восстанавливается армия. Мы доказали всему миру, что мы независимы, и в нашу страну не надо лезть. Что же такое независимость? На этот вопрос ответ один. За свобода, воля моя. Мы строим свою страну. О том, что за независимость нужно заплатить, украинцы узнали 2 года назад. В 91-м независимость Украина получила как подарок. И даже за четверть века, похоже, не до конца это осознала. Это испытание. Я стала терпимее. Поняла, что важно прощать. Когда Майдан был, так у меня ночевали там, просто с Майдана. До сих пор одного еще вещи лежат. С тех пор прошло 2,5 года. За это время украинцы стали привыкать к войне. Эта страшная привычка стала чем-то обыденным, каждодневным фоном, на котором приходится растить детей, выбирать власть и говорить о реформах. Для этих людей война на первом месте. Марш непокоренных прошел по Крещатику вслед за техникой. Это члены семей погибших на Майдане и в зоне конфликта. Вырвали сердце, оставили жить. В нашей стране есть люди, которые в любое время готовы подняться и защищать свою родину. Наш народ невозможно покорить. То насилие, которое нам причиняют, нас не покорит, не согнет. Украинцы — единая нация, хотя и все разные. Независимость — это когда у человека есть право выбора. Черный цвет этого марша и есть та цена, которую украинцы платят за свою независимость. Юлия Дрозд, Скульцирко, «Настоящее время». Тем временем празднование в Киеве проходит на фоне возобновления боев на востоке Украины, в мятежном Донецком регионе. В пригородах Донецка за последние сутки огонь открывался не менее 55 раз. Кроме минометов, по сообщениям украинских военных, боевики из непризнанных республик вели огонь не только из запрещенных минометов, но и из крупнокалиберных самоходных установок и танков. На другом участке противостояния в поселке Широкино под Мариуполем возобновились ночные бои, последний из которых продолжался более 3 часов с применением минометов и гранатометов. А теперь к российским новостям. На Урале в Екатеринбурге ГИБДД начала штрафовать велосипедистов за езду в неположенных местах или по тротуарам. Так, уверяют в полиции, они борются за безопасность движения. Общественники-велосипедисты, у которых есть своя организация, считают, что власти им мстят за участие в выборах и активную позицию. Екатерина Пономарева продолжит. Получается, я еду спокойненько, качусь, стыдно ДПС. Я его, жестикулирую, я в растерянности его объезжаю. Раз, он, получается, так выходит и замахивается. Что? Когда? Причем объясняю тем, что, еще раз повторяюсь, объясняю, что от плеча отскочил в голову. По голове полицейской дубинкой Александр получил за то, что ехал на велосипеде по дороге. Велодорожки на его маршруте нет, а за езду по тротуару в этом году гаишники обещали штрафовать. На место Саши вызвал скорую, снял побои, но в итоге получил сразу 2 штрафа. Почему он не мог ехать по дороге, Саша так и не понял. И заплатил в казну за этот странный случай 1500 рублей. Сейчас вот мы велосипедистов учим.
вот так вот вы велосипедистов учите. По правилам, велосипедисты должны ехать по велодорожке. Если ее нет, могут двигаться по дороге и даже тротуару. Если нет возможности двигаться по проезжей части. На велодорожке в казне стабильно нет денег, а велосипедистов становится больше год от года. В начале лета ГИБДД города заявила, их стало слишком много, они часто попадают под машины и мешают всем. И водителям на дорогах, и пешеходам на тротуарах. Так что пора воспитывать. Велосообщество растет. Точки соприкосновения госавтоинспекции с этой категорией участников дорожного движения точно так же на сегодняшний день имеют место. И я думаю, что в целом эта динамика, по итогам лета будет подведена, и мы посмотрим, как она будет меняться в течение года. Все началось с травли через средства массовой информации подконтрольной мэрии, а потом уже подключили, возможно, кого-то там с ГИБДД. То есть, так или иначе, это акция устрашения. Константин Мочелов возглавляет общественное велодвижение города. Уверен, за воспитание велосипедистов штрафами ГАИ взялась, потому что он пошел в политику. Участвовал в праймерис, но не от партии власти, а сейчас собирается областной парламент. Мы политически активными стали в этом году. И это сильно нервирует, раздражает существующих, скажем, тех, кто привык уже сидеть на своих местах, ни с кем ничем не делиться, и так далее. Вот у него в кабинете уже второй год лежит план развития велосети города. Вложения минимальные. Они сами обследовали улицы, составили карту и предлагали на тротуарах нарисовать велопешеходные дорожки за свой счет. Но чиновники проекту ход не дали. Может, говорит, получится на будущий год, если он выиграет выборы. Екатерина Пономарева, «Настоящего времени». В Бишкеке состоялся самый большой в истории республики фестиваль классической музыки под открытым небом. Басы и теноры собрали в центре кыргызской столицы столько горожан, сколько не собирали даже зарубежные поп-артисты. Среди знатоков и любителей академической музыки оказались студенты, пенсионеры и даже многодетные матери. На концерте побывала Джибек Бегалиева. Послушать классику Айзат пришла одна, не потому что не с кем. Размышлять о серьезных вещах ей хочется наедине с собой. Под эту музыку тысячи людей вокруг она словно не замечает. Но то, что на фестиваль пришли столько бишкекчан, ее только радует. Если обратиться к истории, то именно вавилонская цивилизация, Атлантида, эти цивилизации, именно они стерли с земли от того, что они ставили на первое место именно материальные ценности. А как раз нам в нашей жизни не хватает как раз духовной ценности. Среди шумных любителей городских ивентов, таких как Айзат, оказалось немало. Слушать музыку в одиночку пришла не только она. Знаете, я один пришел, но тем не менее очень много знакомых, друзей, с которыми, не договариваясь, встречаешься, да. И это очень здорово, что у тебя есть такие друзья, которые тех же взглядов. Его любимые рок-н-ролльные мотивы, по словам Султана, среди сверстников не популярны, но разбираются в академической музыке среди молодежи, говорит многие. Я люблю Грига. Люблю Хачатуряна. Наверное, вообще очень много. Я люблю клавесинную музыку. Это эпоха Возрождения, времен Людовика XVI. Знаменитые сочинения Вивальди и всего несколько из попсовой классики. Остальное интересно даже искушенной публике. Собираясь на концерт в Кыргызстан, тенор Гэри Дэвислем не выбирал легких произведений. Я думаю, это очень опасно, недооценивать любую публику. Так что я выбрал на сегодня не самые простые композиции. Также и на прошлом концерте здесь я подобрал программу широкого спектра, чтобы показать, на что я способен. Даже самые сложные композиции ее дочери слушают до конца. Многодетная мать привела на фестиваль всех 4 дочек. Конечно, нам нравится, потому что когда я сидела дома и была беременна, я слушала классическую музыку. Мы находим музыку в интернете, ставим и слушаем. Сегодня сидели с дочками далеко от сцены, потом они попросили пересесть поближе. В небогатом на культурные события Бишкеке фестиваль стал большим событием. Не ожидавшие такого интереса городские власти даже столкнулись с небольшими трудностями. Но те, кто побывал здесь уже сейчас, с нетерпением ждут следующего лета. Привезти заграничных артистов организаторы обещают еще раз. Джибек Бегалиева, Айбек Кулчуманов. «Настоящее время». Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.